Мир вам и дому вашему. Мы из Церкви Кровного Завета. Мне радостный день сегодня с дорогими сестрами в Слуцке. Есть что вспомнить. Мы уже совершили заповеди. Еще вот Раисы Ивановны совершим заповеди. Сейчас вместе порассуждаем. Может, предложите тему, какую мне нет? Ну, давайте, про что мы поговорим? Вот мы только что ехали, водителю рассказывали, да? Да, общее, да. Ну, давайте как бы в общем, поговорим и об изнасиловании, и о том, что люди не знают, что мы все рождены свыше. О чем-нибудь так. Хорошо. Давайте. Давайте. Грех Евы, да, грех очень Евы. хорошо. Давайте так. О чем все сказать? Давайте поговорим об одной притче. Притче о неводе. Это Матвея, я по памяти буду говорить. Это Матвея, 13 глава, 7 притча, 47 стиха. Еще Царство Небесное подобно неводу, закинутому, и который собирает рыб всякого рода. И когда вытащат на берег, то соберут худое выбросят вон, а хорошее соберут в сосуды. Так будет при кончине века. И зайдут ангелы, отделят злых от добрых и бросят в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. И потом он говорит им: поняли ли вы ученикам? Они говорят: так, Господи. Так они сказали. Конечно, я в этом сомневаюсь, а для них закрыто еще все. Но и он отвечает им так: всякий книжник, наученный Царству Небесному, вынесет свою сокровищницу старое и новое. А теперь давайте будем рассуждать. Когда Иисус Христос, придя на землю, пришел с одной великой целью – вывести из человечества состояние праха, потому что прахом завладел дьявол, он господин праха, в статус рыбы. И это по Ветхому Завету, это Иезекииль 47 глава, что придут рыболовы, которые пойдут по всему миру, потом охотники пойдут. И когда когда призывал учеников, то это было на 2 лодках. Это 2 брата на одной лодке, 2 на второй, 2 рода. Это и 2 лодки, это 2 рода, но каждой лодке Каин и Авель. И первым делом, когда он их призвал, он сказал: следуйте за мной, я сделаю вас ловцами человеков. И он их сделал ловцами человеков. Значит, и он сравнивает, и теперь говорит, вот в этой притче говорит, и когда я читал православие, искал Бога, искал православие, читал святых отцов, то я помню на эту притчу, они ее говорили, кто-то говорил, не помню кто, возможно, Серафим Саровский, что это страшная притча, что ее надо бояться. Вы знаете, мне, в принципе, понравилось. Почему? Потому что там сказано про плач и скрежет зубов. Вам не приходилось, что брат сказал: ну-ка стисни зубы? Не приходилось? Значит, что-то будет шоком, болевое что сделано, да? А почему люди скрежещут зубами? Потому что невыносимая боль. Да. Скажите, как вы считаете, какая самая большая боль у человека? От чего бывает? Самая большая боль? Боль бывает разная, и физическая, и психическая. Зубопротез. Всякая боль, она ж по-своему. Да. Зубная боль. Живот когда болит. Все болит. Все болит, да. Зубы, да. Мои дорогие, я вам скажу, что самая большая боль, когда огонь. Потому что наша самая тяжелая часть тела – это наша кожа. Она многослойная. И там миллионы нервов. И когда огонь опекает площадь, это все нервы сразу, и человек может от болевого шока умереть, не выдерживая. Обмораживание тоже мало приятно. Да. Это потому что все нервы сразу повышают шок. Но в аду там не умрешь. И скрежет зубов.
Да, мы сегодня вот разговаривали, и я пошутил, говорю, я уже жду небесного стоматолога. Всем будут даны зубы. Кому-то для укушения плодов, а кому-то да, скрежетать зубами. Почему же так строго? А потому что величайшую милость просто наплевали, растоптали и не берут, и исказили как удобно. Вот смотрите, люди, да, слушал внимательно водителя, мы помолились за него. Как оно будет? Я предупредил, что истину не любит, наш дьявол, который в крови не любит истину. Но мы свое дело сделали и делаем, да. Почему люди? Вот им надо решить проблему. Им надо решить наркоману от наркотика избавиться. И так хочется сказать, человек. Это один из грехов. Человек, тебе надо избавиться от ада. Для этого пришел Иисус Христос. И Он все сделал мудро. И животное состояние, куда Адам с Евой нас вели, Он вел нас в статус рыбы. Сеть. Что такое сеть? Везде мы можем искать Иисуса Христа. Значит, сеть – это Евангелие. Идет сейчас Евангелие по всему миру. Да, правда, все искажено, но Церковь Кровного Завета проповедует истину. И сеть. Когда сеть, невод, мы понимаем, что такое невод, собирается всякого рода Рыба. Всякая. Туда может попасть и теперь чего хочешь, и бутылок найдешь, всего там. Всего, да. Всего найдешь. Да. И надо садиться и выбирать, потому что это марудная работа, там, да, и все. И сели и стали выбирать. Значит, и выбросили, и худое, это неправильный перевод, правильный греческий, гнилое. Гнилое. Значит, рыба может быть гнилая попасть туда, которая уже, ну, как говорят, уже прекратила свою жизнь, сдохла, да? Да, рыба же вонючая, когда, да. Вонючее, вообще, что разлагается, все вонючее. И выбросили вон. Многие думают, что это берут и выбросили назад в море. Нет, не сказано в реку, в воду. Вон, в ад. Продолжение в ад. Выбросили вон. Так что человек может быть живым, думать, а на самом деле он живой мертвец. Живой мертвец, труп. Время, вопрос времени. Почему же так строго? Да почему? Потому что человек, если, вот смотрите, 2 Фессалоникийцам 1:8 сказано, пламенеющим огне от учения, кто не познал путь спасения. Человек ищет все, что угодно, но только не спасение от ада. Только не вечной жизни. Вот ему дай в этой жизни, дай его сейчас, вот, а там то и будет. Но это, Господь пришел нам вечность подарить, не временно, а здесь дьявол обманет. Да, что-то он дает, конечно. Никто бы не делал грех, если поддавки погуляют, погуляют, как я. 100 раз больше возьмут, чем дал. Значит, и выбросили в ад. Там будет плач и скрежет зубов. И потом он спрашивает учеников, вы поняли? Ну, конечно, они не поняли. Конечно, ведь они не могли понять еще, им закрытый ум к разумению Писания. Да, но они сказали, так, Господи. Ну, Господь, понимая, что в свое время, он говорит, итак, всякий книжник, наученный Царству Небесному, вынесет из своей сокровищницы и новое, и старое. Ну, раньше не сокровищница, как сокровищница, там люди всегда собираются, запасы на зиму, все, и старое, и новое. А что он имеет в виду? Раз вы говорите, что вы поняли, вот вы пойдете к книжникам, пойдете к законникам, пойдете к фарисеям и будете их учить Царству Небесному, чтобы они перешли в статус рыбы, чтобы они не попали в статус, не остались в статусе праха. Да, они это сделали. Теперь мы делаем это. Слава Господу. Да, аллилуйя. Да, и значит, итак, статус рыбы. Почему рыбы? Смотрите, Иисус Христос проходил рыбой? Да. Проходил. Заливала водой. Да. 1 Иоанна, 5 глава, 6 стих, прошел водою, духом, кровью, да? Да, проходил. И всегда, вот помните, сидел с легионом у ног его, и он сразу плывет по воде. Все, вся нечисть будет утоплена в воде, да? Это гора, да. Все проходил. И заливала лодку, и они проходили прахом. И вот, и говорит Никодиму, Каин говорит, Никодим, должно вам, не тебе, Никодим,
вам родиться от воды И и духа. духа. От воды и духа перейти в статус рыбы. Да, сколько мы можем жить без воды, да, это же мы состоим из воды. И исходный материал – вода. И дьяволу остался прах, ну, прах с воды. Все с воды, и солнце с воды, все, небеса, все воды, из воды водой. Да? Так, 2 Петра 3:5. Да, думаю, что так не знаю, что все сотворено из воды водой. Значит, он вернул наш исходный материал, начиная над нами трудиться. Первым делом мы в Степановне что совершили заповеди, да? Встретились радостно, потому что мы укусили, что это работает. Да, мы не можем по-другому, да. Это если Бог что-то дал, то Он сказал, слова небо и земля перейдут, слова мои не перейдут. Поэтому это работает. Значит, и он учил о рыбе. Вот смотрите, мы можем многие места взять. Мы можем взять Иону, да? Иону можем взять. Мы можем взять, давайте возьмем Петра, который пошел с удой ловить рыбу. И что он в руках держал какую? Палку, крест. Крест, а потом живую рыбу. Живую рыбу, да. Значит, и это самое открывает рот и достает там. То есть он сказал, что сказал Иисус ему? Петр, мы сыны Отца Небесного, и мы рождены Ихтис. Когда насиловали Иисуса Христа, римские воины смеялись. Вот какую рыбину мы поймали, молчит. Да, и стеклались. Мои дорогие, если мы не поймем, что эту милость не поймем, вариантов нет, счастья нет. Род наш, вечное проклятие. Я не устану говорить об этом. Вообще хочу сказать, что бойтесь проповедника, который не молчит правду. Бойтесь, бегите, это самый страшный во вселенной убийца. Не то, что с автоматом, не то, что там коммуняк. Это самый страшный. Он не предупреждает человека. Туда нельзя попадать, потому что не дана неземная милость. Бог сделал все совершенным, все даровано для жизни богатейства. Мы перейдены в статус рыбы. Ну, тут помыли мы ноги, как Самранкин сказал. Вода текущая, которую я дам жизнь, сделается источником текущей жизнь вечную. А это статус рыбы. Если я этого не понимаю, я во тьме. Я в статусе праха. Я буду богословом, я буду знать наизусть все. Я себе свою душу не спасаю и не спасаю ближнего. Я не могу нести истину, я не понимаю. Но люди не хотят этого. Почему? Ноги мыть. Статус рыбы быть, ноги мыть, по-моему, корневая система, да? Да. Ну вот, давайте еще возьмем, я вернусь назад к этой притче, 13 глава. Два раза, знаете, сколько раз, как вы думаете, сколько раз Иисус Христос говорил про ад? Евангелие, сколько раз? Ой, Ну, считать не считала, но говорил не один раз. 29 раз. О. 29. Он говорил про ад. Почему? В Ветхом Завете практически ничего не сказано. Что там все? Почему? Милости не было. Теперь дана милость, теперь даны 2 заповеди, 2 ключа. Теперь вариантов нет. Это просто издевательство, это попирание заповеди, крови. Да многие даже не знают, о чем речь идет. Богословы. Да, и вот смотрите. И 2 притчи сейчас сопоставим, да? Сопоставим притчу о плевелах и притчу вот о неводе. Там и там он сказал, что плач и скрежет зубов. Там сказано про, что посеял себя, причастие, а здесь невод. Здесь 2 ключ, омовение, оно крещение, да? Здесь 2 ключ. Но людям не надо это. Люди ухватились за то, что выполнить невозможно, а еще заповеди. Но их выполнить невозможно. Да и сами вроде бы понимают. Но людей так устраивает. Ай, то там будет, там то будет. Да нет, мои дорогие, если сказал Господь. Это железобетонно все исполнится. Ад реален. Мне, знаете, хочется кричать. И оно, это для дьявола. Но человек, ты слухаешь дьявола. Они тебя учат, бес учат, ты туда и попадешь. И вот он сравнивает, когда мы сравниваем эти все притчи, да, мы понимаем, и там ключ, и здесь ключ. И он сказал, вот худое, гнилое выбросили, да, и отделят, там сказано, злых, злых от добрых. Добрых. В древнем пишите. Хорошо.
Давайте определимся. А разве есть на земле злые и добрые? Люди сами по себе есть Все добрые. лишены славы Божией, никого Стоп. нет. Моя Ну, дорогая, ведь мы люди смешанное говорим, ой, все. Мало. какой добрый человек, какой душевный. Мои дорогие, этот добрый человек будет в самом страшном месте в аду. Почему так? А ему не надо Христос. Ну да. Раз ты добрый, зачем ты за меня умирал? Правда? Да. Это называется нигилизм по-научному. Значит, теперь смотрите. Если в глазах нас, людей, мы скажем, ой, какой добрый, какой уважительный, как поможем всем. Это у наших. А в глазах Бога мы все под одну А планку. в глазах Бога мы все негодные, змеи на труде и злые. Только то есть больше добрый, более гордится сам собой. Да? Ну, всё И дает смешанное, повод, да. что можно чего-то достигнуть, и не надо Христос. Да, страшный грех. Значит, и как сказал Иисус Христос, Лука 11:13, если вы, будучи злые, умеете даяния благие давать детям вашим, это апостолам, тем более Отец Небесный даст благо, я вам дам благо, два ключа, передал статус рыбы, даст, то есть вместо зла он даст что Духа Святого. Почему? А почему мы злые? От дерева познания добра и Зла. Сейчас мы принимаем дерево жизни, Отец, Сын и Святой Дух. Так, хорошо. Значит, в глазах Бога мы, люди, все злые. Но когда в глазах Бога я добрый, как меня будет отделять с этого гнева? В глазах Бога добрый, когда я заповеди Его исполняю. Когда я в статусе рыбы, Да. когда я от воды и духа. Помолись, сестра Лена. Дорогой мой любящий Господь, я благодарю Тебя за этот день, за эту встречу с братом нашим, которого мы давно не видели. Также не видели нашу Раису Ивановну, да и Степановну. Вот, конечно же, бытовые дела, все это отвлекает. Ну, такая у нас здесь такая жизнь на земле. Но я благодарю Бога, что мы можем собираться вместе, что мы можем в простоте исполнять заповеди, что мы можем вот так вот сказать проповедь, чтобы люди видели, спасались. Я благодарю Тебя, мой дивный, мой чудный Господь. Благодарю за Святого Духа, за эру Духа Святого. Спасибо, что Ты нас привел в статус рыбы, в состояние праха, в статус рыбы. И я хочу, чтобы весь мир об этом узнал, и, конечно же, чтобы наступило, и я верю, что будет великое пробуждение по всей вселенной, и тогда придет конец. Я благодарю Тебя, Господь. Аминь. Аминь.